Вот эта вот мелочь может привести к лесным пожарам и уничтожить целые населенные пункты. И точно так же чуть не сгорела заброшенная ферма в Больших Сырдыках в Кукмурском районе. По словам местных жителей, во время поджога мусора огонь просто ушел восвояси. Большое везение, что рядом не оказались жилые дома, говорят здесь сейчас. На кадрах видны столбы дыма, местами открытый огонь. Сегодня в исполкоме сельского поселения подтвердили слова жителей. Комплекс был раньше пустующий. Почему горел, непонятно? Трава, наверное, не знаю я. Говорят, трава, да? Да. И уже послезавтра в республике объявлен особый противопожарный режим. Продлится он до 10 мая. В это время шашлыки на природе и даже на даче под запретом. Санкции из-за сжигания мусора. На прошлой неделе мы выезжали 2 раза совместно с МЧС на тушение сухой травы. По одной, по 2 машины? Мы выезжали по 2 машины. Лесных пожаров в республике нет уже 8 лет, но это не повод для спокойствия. Так, в этом году в Нурлатском районе и Нижнекамске ждут 2 новые пожарно-химические станции. Это в рамках нацпроектов. Выделено 45 миллионов рублей. Это перестраховка, ведь общее количество пожаров выросло на 12%. В этом году погибло 64 человека. Значит, травмировано 79 человек, ну и в целом произошло 1451 пожар. Природу нужно не только беречь, но и помогать ей расти. А для этого в ближайшую субботу в республике акция «День посадки леса». Всем желающим дадут саженцы, лопаты и перчатки. Казанцы смогут посадить дерево у поселка Дачное Высокогорского района, в Старом Шагалеево и у села Вороновка Лаишевского района. В целом по всей республике планируется участие более 30 тысяч человек в рамках акции «День посадки леса». Напоминаю, акция пройдет во всех городах и районах нашей республики. И так получается, что пожароопасный период – это самое время помочь природе. Во-первых, сохранить ее, не играя с огнем, а во-вторых, посадить дерево и пополнить лесной фонд республики. Салават Ухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань, Высокогорский район.